Киев обратился к Путину, Лукашенко улетел из страны, а Европа погрузилась во тьму из-за редкого атмосферного явления. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Российские миллионеры покупают гражданство ЕС. Кто выложил до 700 тысяч евро за золотые паспорта Мальты? Кому не сидится в России? ВСУ готовы пересесть на мотоциклы. Как могут измениться штурмы и что происходит на фронте после появления так называемой «зеленки»? Вторая потеря за месяц. Киев теряет еще один истребитель. Путин направляется в город, который находится в нескольких сотнях километров от Украины, а в Казахстане громкий суд. Мужчина судится с любовницей из-за миллионов. Обзор важных событий. Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаю. ВСУ готовы пересесть на мотоциклы для штурмов. Такой тактикой уже пользуются россияне и на определенных участках фронта успешно. Двухколесные массово поставляет армии Путина Китай. Россия готова терять сотни мотоциклетных экипажей в день ради прорыва и закрепления на позициях. Об этом в эксклюзивном интервью «Нехта» заявил спикер Украинской добровольческой армии «Юг». По словам Брачука, сейчас на фронте появляются также небольшие, но все-таки сложности из-за растительности так называемой «зеленки». Она влияет на использование БПЛА. Мы видим, что враг пытается использовать и одиночные экипажи, в том числе где-то этих мотоциклов используется больше. Для примера это и попытки там штурмовать остатки Антоновского моста были на Приднепровском направлении. Что касается там Донецкого направления, там тоже это постоянно происходит. Собственно, мы говорим о Сумах, мы говорим о Запорожье, мы говорим о Лиманском направлении. То есть нет сегодня, наверное, направления на фронте, где бы мотоциклы не использовались. То есть очевидно, еще раз, что наращивание таких технических возможностей будет происходить дальше. Почему так происходит? Понятное дело, что хочется найти что-то новое. Вторая потеря за апрель. Украина лишилась еще одного самолета, но на этот раз не F-16, а Су-27. В Киеве утверждают, все произошло во время выполнения комплексного боевого задания по поддержке войск и отражению воздушной атаки вражеских ударных БПЛА. Это была цитата. На каком направлении произошла потеря, неясно. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже приступила к работе. Пилот успешно катапультировался, поисково-спасательная команда оперативно прибыла на место приземления, летчик доставлен в медицинское учреждение для диагностики. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное. Напомню, что в начале апреля в Украине также была создана межведомственная комиссия для установления причин потери пилота и истребителя F-16 при выполнении боевой задачи. По данным BBC, которые ссылались на свои источники в украинском правительстве, тогда армия Путина выпустила по самолету 3 ракеты. Вероятно, это произошло в Сумской области. Россия активизировала штурмовые действия на границе с Украиной. Цель, как и поставил Путин, создание буферной зоны в Сумской области. Россияне пытаются наступать в районе нескольких населенных пунктов, но в Госпогранслужбе говорят, что действия ВС РФ больше похожи на операции по отвлечению внимания. О том, какое направление для них приоритетное и куда бросили свои основные силы, обстановку на линии фронта мы также обсудили со спикером Украинской добровольческой армии. Очевидно, что Покровское направление, Покровско-Кураховское, так точнее, остается среди приоритетов. Вполне вероятно, сегодня мы увидим смену замыслов и приоритетности российского командования. Добавится, фактически уже добавилось Константиновское направление. То есть мы уже фактически речь можем вести далее о возможных перспективах наступления, очередного наступления врага. Это славянско-краматорская агломерация. Потому что видим, как формируется южный фланг вот такого удара или такого наступления на Торецком направлении, Часов Яр в том числе. Ну а северный фланг — это уже Сиверское и Лиманское направление. Активно остается Купянское направление. Враг пытается выполнить задачу захвата и расширения плацдармов на правом берегу речки Оскол.
Белый дом не принял новое перемирие Путина. В Вашингтоне дают понять, этого мало. 3 дня – это не месяц и не полное прекращение огня. При этом у Трампа настаивают, Путин и Зеленский должны сесть за стол переговоров. Президент ясно дал понять, что он хочет сначала добиться постоянного прекращения огня, чтобы остановить убийство, остановить кровопролитие. И хотя он остается оптимистом, что сможет заключить сделку, он также остается реалистом. Обоим лидерам нужно сесть за стол переговоров, чтобы найти выход. И я действительно думаю, что встреча президента с президентом Зеленским показывает, что он прилагает много усилий и тратит много времени на это, потому что он хочет быть президентом-миротворцем, как это было в его первый срок, и он намерен сделать это снова. Киев обратился к Путину. МИД Украины считает, если Москва хочет мира, то зачем ждать 8 мая и устраивать перемирие только ради Парада Победы? У Зеленского вновь напомнили, что готовы поддержать полное прекращение огня и согласились на это еще в начале марта. Часть Европы во тьме. Блэкаут неожиданно ворвался в Испанию и Португалию и парализовал все, что можно. Движение остановилось как на земле, так и под землей. Внезапное, крупнейшее в новейшей истории Европы отключение электроэнергии повлияло на работу аэропортов, железной дороги и даже автотранспорта из-за масштабного отключения светофоров. По данным испанского оператора электросетей, отключилось более 10 гигаватт спроса на электроэнергию. Уже спустя несколько часов началось частичное восстановление подачи напряжения на севере и юге Пиренейского полуострова. В Мадриде пришлось эвакуировать пассажиров из подземки, магазины и рестораны экстренно закрывались, люди массово выходили на улицы. В Португалии подтверждают, что перебои затронули всю страну. Франция тоже пострадала, но там электроэнергию быстро восстановили. В первые часы специалисты по кибербезопасности начали проверку, не связано ли такое событие с кибератакой. В то же время Sky News сообщает, что причина сбоя – редкое атмосферное явление. Такой вывод сделали в Португалии. По данным оператора электросетей, из-за экстремальных перепадов температуры в Испании в линиях сверхвысокого напряжения наблюдались аномальные колебания. Проблемы могут наблюдаться еще неделю. Лукашенко улетел из страны, а Путин из Москвы. Оба направились в одну и ту же локацию – город, который находится в чуть более чем 300 километров от государственной границы Украины. Точка сборки – Волгоград, Мамаев-Курган. Там собираются сделать заявление и провести переговоры. И в Минске, и в Москве заявляют, что основная цель встречи – сохранение и защита исторической памяти о событиях Второй мировой. Кремлевские медиа также сообщают, что рамки мероприятия расширились, и в Волгоград на встречу с Путиным и Лукашенко приехали парламентские делегации из Сербии, Словакии, так называемого Приднестровья, Китая, Вьетнама, Кубы, а еще гости из оккупированных Абхазии и Южной Осетии. Российские миллионеры стоят в очереди за золотыми паспортами Мальты. За гражданство ЕС готовы платить сотни тысяч евро. Детали нового скандала публикует Financial Times. В частности, паспорта гражданина Европы получили россияне, связанные с войной против Украины. Они оказались в списке с другими иностранцами, которые решили приобрести себе, по сути, свободный доступ в Европу, ведь наличие такого паспорта дает большое количество привилегий. По данным издания, в списке тех, кому одного российского паспорта мало, Альберт Авдалян, бизнесмен из России, связанный с Ростехом. Несмотря на санкции ЕС, благодаря мальтийскому паспорту он может путешествовать по Европе. Евгения Бернова попала под санкции США за поставки в Россию оборудования двойного назначения. Утверждает, что ее инвестиции на Мальте были легальными. Павел Мельников, российский миллионер, осужденный в Финляндии за налоговое мошенничество. Его мальтийский паспорт позже аннулировали. Семен Куксов осужден в Великобритании за отмывание денег. Чтобы получить золотой паспорт, необходимо заплатить от 600 до 750 тысяч евро. К тому же надо проживать в стране, а также выделять деньги на благотворительность. Мальта остается последней страной ЕС, которая все еще предлагает продажу гражданства, вызывая негодование со стороны Европейской комиссии, которая обратилась в суд Европейского Союза с требованием остановить эту практику. Комиссия утверждает, что такая схема подрывает как суть, так и целостность гражданства ЕС.
Громкое судебное дело на этот раз в Казахстане. Там мужчина решил отсудить и вернуть деньги, которые во время отношений отправлял женщине. Романтическая связь закончилась, а значит и средства, вложенные в любовь, тоже надо вернуть, подумал астанчанин и подал в суд с требованием вернуть целых 5 миллионов тенге. Это практически 10 тысяч долларов. В материалах дела говорится, что девушка просила поддержать ее материально из-за проблем со здоровьем, а кавалер делал это абсолютно добровольно. Переводы осуществлял через банковские приложения. Доказательства наличия между сторонами обязательств по договору займа не представлены. Переводы через сервис Каспи не содержали условий о возврате либо других обязательств ответчицы. Суд стал на сторону женщины, мужчина попытался обжаловать решение и подал апелляцию, но вновь проиграл. Друзья, а на чью сторону вы бы стали в этой истории? Кто прав, а кто виноват? Или подарки не отдарки? Были ли в вашей жизни, когда бывшая или бывший требовали вернуть подаренное? Напишите в комментариях, а прежде не забудьте подписаться на наш канал. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.